В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Вот о чем расскажем вам сегодня. Отпуск топлива только в баке автомобилей и ограничение движения паромов. В Якутии ввели лимиты на продажу топлива для предотвращения искусственного дефицита. Тревога в Мирном. Несколько жителей, включая детей, экстренно госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции. Стройка добра в Серебряном Боре в Нерюнгринском районе дали старт возведению нового корпуса республиканского детского дома-интерната для детей с инвалидностью. Первый заплыв окончен, но лето только набирает обороты. В Алданском районе завершили первый сезон школьных лагерей. Каким будет отдых в июле? Сильнейшие лучники вступили в борьбу за медали чемпионата России в Якутске. На соревнованиях выступают более 190 спортсменов из 25 региональных команд. В Якутии действуют временные ограничения на отпуск бензина. Эта мера принята для того, чтобы сохранить стабильное обеспечение топливом всех жителей республики. Поставки нефтепродуктов продолжаются в полном объеме, а существующие запасы регулярно пополняются. О том, как сегодня организована работа топливной системы региона, в следующем материале. Временные ограничения ввели для того, чтобы сохранить привычный режим обеспечения топливом. В правительстве региона подчеркивают, необходимые запасы сформированы заранее, а поставки продолжаются. Более того, по объему резервов Якутия традиционно находится в более устойчивом положении, чем многие другие регионы страны. Топливо в Якутии есть, запасы сформированы в достаточном объеме. Благодаря многолетней системе северного завоза и накоплению резервов республики традиционно располагает более значительными запасами нефтепродуктов, чем большинство регионов страны. 24 июня на федеральном штабе под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака для Якутии закреплен приоритетный объем поставок нефтепродуктов в размере 239 тысяч тонн. На сегодняшний день это главная задача – обеспечить стабильное и бесперебойное снабжение топливом всех жителей и предприятий республики. Подобные ситуации уже случались и раньше. Многие помнят, как в период пандемии люди массово закупали продукты длительного хранения, стараясь создать запасы. С топливом действует тот же принцип. Повышенный спрос возникает не из-за отсутствия ресурсов, а из-за желания приобрести больше обычного. Эта ситуация стала причиной конфликтных ситуаций в других регионах страны. Вот за таких реально дефицит на заправках будет, за пасуны. Стояла! Ну и стояла бы! И чё ты отъезжаешь? Тебя не вопросы отъезжаю. Очередь живая, тупица! В Якутии же автомобилисты отмечают, что серьезных изменений они не заметили ни в доступности топлива, ни в привычном режиме работы автозаправочных станций. Да не особо почувствовал. Не ощутили разницу, да? Пока нет. Ну, я 95-й заливаю всегда. А так, не знаю, идет наверх или вниз, без разницы. А вы не мне. почувствовали разницу, да? Нет, разницы нет. Ну, на чуточку не слишком сильно изменилось. Правительство подчеркивает, действующие меры носят временный и профилактический характер. После стабилизации потребительского спроса ограничения будут сняты. Все автозаправочные станции и нефтебазы республики продолжают действовать в штатном режиме. Лилия Бурцева, Владимир Павлов, Якутск. В Ленском районе с сегодняшнего дня введены лимиты на топливо. Меры направлены на предотвращение ажиотажного спроса и обеспечение стабильного снабжения рынка. Теперь на одно транспортное средство можно приобрести не более 30 литров бензина и не более 200 литров дизельного топлива. Временный запрет действует и на розлив переносную тару. На заправках Ленска ажиотажа пока не наблюдается.
Гости города Мирный могут быть спокойны относительно обеспечения топливом. 2 автозаправочные станции компании «Саханефтегазбыт» функционируют в штатном режиме, обеспечивая бесперебойную работу и наличие всех видов топлива. Отсутствие очередей и стабильные поставки позволяют водителям заправляться без каких-либо затруднений, что является важным фактором для поддержания нормальной жизнедеятельности города, особенно в условиях удаленности и особенностей района. На обеих ИЗС представлен широкий ассортимент топлива, отвечающий потребностям различных автовладельцев. Так, бензин 92 доступен по цене 77 рублей 10 копеек за литр. Для тех, кто предпочитает более современный вариант, 95 предлагается по стоимости 81 рубль за литр. Особое внимание уделяется и владельцам дизельных автомобилей. Дистопливо реализуется по цене 96 рублей 10 копеек за литр. Полный бак заправился, никаких ограничений нету. У нас заправка все нормально работает, все отлично. Не, я нормально заправился, каждый день заправляюсь, нормально, сколько хочешь, до полного бака. Я каждый день заправляюсь, все нормально, никаких ограничений нет. К другим темам. На территории республики обнаружено 2 новых лесных пожара в Нерюнгринском и Татинском районах, а также 1 ландшафтный в Устьянском. За прошедшие сутки ликвидировано 4 лесных пожара. Всего же на начало суток действовало 11 возгораний на общей площади в 6142 гектара. На данный момент продолжаются работы по тушению 7 крупных возгораний на площади свыше 5000 гектаров. Для борьбы с огнем привлечено 316 человек и 13 единиц техники. На удаленной и труднодоступной местности в зоне контроля действует 4 лесных пожара на общей площади 1091 гектара. По данным пожарам принято решение КЧС ОПБ Республики о приостановлении тушения работ. Особый противопожарный режим введен на территории 14 муниципальных районов и на территории города Якутска. Режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера продолжает действовать на территориях Нерюнгринского и Ленского районов. В городе Мирный несколько жителей, включая детей, были экстренно госпитализированы в инфекционное отделение районной больницы. Предварительный диагноз – острая кишечная инфекция, заставляет правоохранительные органы бить тревогу. По предварительным данным, причиной массового заболевания стало посещение одного из местных ресторанов. Прокуратура Мирного оперативно начала проверку по этому факту. Сведения о произошедшем поступили в соответствующие службы в минувшие выходные. Родители обеспокоенных детей и взрослые, почувствовавшие резкое недомогание, обратились за медицинской помощью. Начатая проверка направлена на установление всех обстоятельств случившегося, включая определение источника инфекции и выявление возможных нарушений санитарно-эпидемиологических норм в заведении общепита. В инфекционное отделение поступило 14 человек с явлениями острой кишечной инфекции, 5 взрослых и 9 подростков. Поскольку у нас есть собственная ПЦР-лаборатория, на данный момент мы уже можем предположить, что возбудителем является норовирус. Анализы направлены в Центр гигиены и эпидемиологии Республики Саха-Якутия в город Якутск для подтверждения данного диагноза. Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии и средней степени тяжести. В Якутске прошли слушания по новому закону об охране здоровья населения республики. Он заменит устаревший документ 1993 года. Для сохранения генофонда осуществляется создание биобанка данных коренных народов. Для Арктики вводят централизованные закупки лекарств и приоритет санавиации с беспилотниками. Муниципалитеты наделяются обязанностями обеспечивать доступность больниц. Врачам обещано жилье и льготы, но их реализация потребует отдельного финансирования. Документ доработают с учетом предложений общественности. Разработка и принятие новой редакции закона является актуальной и необходимой мерой для повышения эффективности системы здравоохранения региона. Сегодня мы рассматриваем законопроект об здравоохранении. Закон был принят еще в 1993 году. Мы, как Комитет здравоохранения, хотим, чтобы этот закон был унифицирован под новые законы, федеральные законы, под новые законы других контрагентов, которые работают с этим законом. И, конечно же, мы хотим, чтобы в Общественной палате эксперты оценили наши законопроекты и внесли свои предложения. В Нерюнгринском районе состоялось торжественное открытие строительства нового корпуса Республиканского детского дома-интерната для детей-инвалидов, расположенного в поселке Серебряный Бор. Через 2 года у ребят появится новое современное здание, где они смогут полноценно подготовиться к самостоятельной жизни. На мероприятии побывала и наша съемочная группа.
Заливку первого кубометра, строительство нового здания республиканского специализированного детского дома разрешаю. Торжественный старт строительству нового корпуса дал заместитель председателя правительства республики Георгий Степанов, подчеркнув особую важность планомерной работы по созданию социальной инфраструктуры в нашем регионе. Мы это событие ждали очень много лет. Сегодня весь трудовой коллектив, дети, которые живут в этом доме, с нетерпением ждали этого события. И через 2 года мы планируем, что наши дети будут жить в новом, светлом, теплом, отвечающем всем новым современным требованиям доме. Ведь, как и называется национальный проект «Семья», мы должны делать все, чтобы дети, независимо от того, где бы они ни жили, ни воспитывались, у них была своя настоящая семья. По завершению строительства нового корпуса детский дом-интернат получит возможности для оказания большего спектра услуг. В общем-то, уже не в первый год обсуждаем перспективы развития. И мы видим, что кроме стационарной помощи, которая сегодня здесь есть, мы планируем здесь развивать и помощь в дневном формате, так называемое полустационарное социальное обслуживание, где в формате дневного пребывания будут проходить необходимые программы, получать необходимую помощь как дети, так и их родители. Нерюнгринский район, в свою очередь, продолжит выполнять взятые на себя обязательства по укреплению материальной технической базы учреждения и вовлечение воспитанников в социальную жизнь района для их активной реабилитации и социализации. В первую очередь это подтверждает внимание и главы республики Арсена Сергеевича Николаева, и президента нашей страны к важной части нашей Якутии, к Нерюнгринскому району. Внимание к нашим детям. Здесь для них строится настоящий дом, где наших детей Нерюнгринского района со всей Якутии будут готовить и к взрослой жизни, и чтобы они почувствовали прелесть своего детства. Вот именно здесь не так много времени пройдет, и мы увидим качественное преобразование, создание хорошего современного дома для наших детей. Детский дом сейчас сочетает в себе функции реабилитационного центра и детского дома. Воспитанники проходят курс реабилитации, социализации, получают медико-психологическую помощь и духовно-нравственное воспитание. С появлением нового корпуса у воспитанников появится еще больше возможностей для социализации и самостоятельной жизни. Это корпус, двухэтажное здание, больше 3500 квадратных метров. Корпус представляет собой помещение, квартиры-студии, в которых будут проживать наши воспитанники в возрасте от 4 до 18 лет. Ребята будут социализироваться, адаптироваться к дальнейшей самостоятельной жизни в обществе. Это будет дом. Для ребят это будет дом. Вот как у нас с вами есть, свое жилье, так же будет и у ребят. А потом будет сначала государственное, а потом личное. Безусловно, с открытием нового корпуса в детском доме-интернате поселится еще больше радости и надежды на светлое будущее, которое заслуживает каждый ребенок. Иван Лазаренко, Андрей Гаянов, Нерюнгри. В России могут появиться каникулы для оплаты учебы. Депутаты от фракции «Новые люди» предложили давать беременным студенткам и одиноким матерям отсрочку платежа за обучение в ВУЗе на полгода, без штрафов и пений. Новый механизм позволит по заявлению и при подтверждении статуса временно заморозить платеж, включив его в индивидуальный график, чтобы не терять место в ВУЗе и не бросать обучение на финишной прямой. Для тысяч студенток это не просто бюрократическая льгота, а реальная возможность получить высшее образование, не жертвуя материнством. Якутск готовится принять 3-й международные интеллектуальные игры. Сегодня в аэропорту состоялся прием делегаций, в числе прибывших гостей из Пакистана, Московской области и Калининграда. На сегодняшний день прибыло 37 человек, 5 из которых являются руководителями делегаций. Прием и размещение участников обеспечивает Малая академия наук Хангаласского улуса. В программу входит 33-я международная олимпиада школьников Туймада, международная конференция «Конкурс научных проектов» и исследовательская школа. Основными площадками проведения являются Северо-Восточный федеральный университет, Малая академия наук, Центр отдыха «Сосновый Бор» и Институт развития образования. Официальная церемония открытия состоится 2 июля. Игры пройдут до 14 числа. Поскольку я знала то, что все будет проходить на английском языке, я усердно учила английский язык, как с репетитором, так практиковалась в устной речи, а также готовилась к исследовательским проектам, которые меня будут ожидать. Я записывалась на проект по культурному коду Якутии, но пока точно не знаю, на какой меня распределят, но очень надеюсь, что попаду именно на него, так как хочу больше узнать про культуру.
Якутяне стали призерами Лиги лучших Всероссийской олимпиады по физике среди учителей. В этом году Олимпиада прошла в 3-й раз, собрав более 3000 участников из 88 регионов России. Подробности далее. Конкурс был разделен на дистанционный и очный этап в Москве, куда было приглашено порядка 120 лучших педагогов страны. Олимпиада проводится с целью выявления и поддержки лучших учителей физики, а также развития взаимодействия Российской академии наук, ведущих вузов, лидеров индустрии и учительского сообщества, направленного на улучшение качества преподавания физики в школе. Организатором выступил Национальный исследовательский ядерный университет, Московский инженерно-физический институт. В этом году на Олимпиаде Лига лучших для учителей физики я участвую уже 2-й раз. Первый раз я участвовал в прошлом году. И в прошлом году, на самом деле, призового места я не занял. В этом году я попал в 30 лучших, и теперь это у меня очень хорошие впечатления. Вообще от Олимпиады очень хорошие впечатления. Там не только соревнования, там еще нас водили по экскурсиям по разным институтам, показывали. Мы еще встречались с учеными и с космонавтом Сергеем Васильевичем Авдеевым. В общем, нам прочитали очень интересные лекции, еще образовательная программа там была. Финал состоял из 2 туров, индивидуальный и командный. В первом из них участники решили 5 задач олимпиадного уровня за 3 часа. Во втором же этапе команды по 5 человек должны были придумать псевдоэкспериментальную задачу. Она предполагала отсутствие оборудования, то есть решение текстовой задачи, где все измерения готовы, и участники должны самостоятельно обработать данные. Во втором туре псевдоэксперименте там на любую тему можно придумать. В частности, моя команда придумывала 2 задачки. Одна задачка на электричество, а вторая задачка была на термодинамику. Такие олимпиады развивают мышление, самое главное. Еще получают много знаний по физике, много новое узнают. Еще много методов по решению задач тоже можно узнать. Я понял самое главное, то, что чтобы ученики стали лучшими, учитель должен быть лучшим, так сказать. Помимо решения задач, участники смогли посетить лекции и мастер-классы от ученых и специалистов, а также посетить ведущие научные институты страны, специализирующиеся на фундаментальных и прикладных исследованиях в области физики, такие как Курчатовский институт и Российский квантовый центр. Иннокентий Кычкин, Тумен Наговицын, Якутск. Комитет по молодежной и семейной политике готовится к республиканскому туристическому слету, который пройдет уже в 9-й раз на реке Мурбай. С каждым годом мероприятие набирает обороты, география участников расширяется, а программа становится еще насыщенней. Главной изюминкой турслета является полоса препятствий. Она состоит из 50 этапов, протяженностью 10 километров. Это настоящий экзамен на прочность от укладки рюкзака до спусков по отвесным скалам, переправ через реки, работы с веревками и страховкой. Для болельщиков тоже предусмотрен ряд развлечений, мастер-классы, конкурсы, спортивные мероприятия и много еще интересного. Сбор заявок на участие продолжается до 7 июля. В этом году мы ждем команды из нескольких районов Якутии. И мы хотели бы обратиться ко всем, кто нас видит, и пригласить всю молодежь, все молодежные команды, испытать себя, пройти эту полосу препятствий и проверить себя на сплоченность, на командное образование, свою силу, выносливость, свой характер. Пока что выразили желание принять участие участники из 3 районов Якутии, но мы призываем каждый район принять активное участие в нашем республиканском событии. Первый сезон работы детских пришкольных площадок подошел к финалу. При образовательных учреждениях Алданского района в июне работали 20 лагерей дневного пребывания ребят и 1 круглосуточный лагерь. Между тем, лето продолжается, и впереди мальчишек и девчонок ожидает немало интересного. Каким станет отдых в июле, узнали наши корреспонденты. День на летней площадке при школе номер 2 обещает стать, как всегда, ярким и интересным. Сразу после завтрака мальчишек и девчонок ожидает увлекательное приключение. Они отправятся покорять моря. Испытания квеста отважных пиратов не страшат. Хотя с самого утра ребятам немножко грустно. Сегодня на площадке завершается сезон. Июнь пролетел очень быстро и незаметно.
Больше запомнилось, когда мы проходили в РДК, это как там игры там играли, конфеты там получали, призы. Мне вообще было очень клево, и я этот момент запомню навсегда. Мне больше всех понравилась площадка. Там мы могли и поиграть с Богданом догонялки, там мы еще играли, и там еще можно было покрутиться, и мне это очень понравилось. В первый месяц лета на площадке при второй школе отдохнули 90 мальчишек и девчонок с 1 по 6 класс. В этом году было сформировано 3 отряда. К 2 действовавшим ранее добавилась спортивно-оздоровительная группа. Активные игры, походы и тренировки ребятам пошли на пользу. У нас регулярно участвовали в всяких эстафетах, они сдавали нормативы. В целом дети хорошо со всем справлялись, у нас активные ребята, я даже сама не ожидала. Мальчики по 30, по 40 делали отжиманий. Экскурсии, прогулки, викторины, праздники, положительных эмоций и захватывающих впечатлений хватило всем. Вожатым тоже жаль расставаться с мальчишками и девчонками. Возникший в первые дни контакт за 4 недели перерос в крепкую дружбу. Очень жалко, я сейчас заплачу. Но да, я люблю уже своих детей. Да. Естественно, жалко, потому что уже привязались к ним. Всегда вот утром встаешь, сразу первая мысль так раз, там, дети что-то подготовить, сделать, убрать. Ну и просто очень интересно, интересный опыт, интересные люди. Каждый по-своему уникален. В июне школьников принимали площадки при 20 образовательных учреждениях района. Лагерь с круглосуточным пребыванием детей действовал на базе специализированной школы-интерната в поселке Нижний Куранах. Первый сезон финишировал. В июле продолжит работать несколько площадок. А уже завтра состоится заезд ребят в Томодский лагерь «Берег дружбы». Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Ну а в Якутске на стадионе Туймада стартовали квалификационные соревнования чемпионата России по стрельбе из лука. За выход в финальную часть турнира борются сильнейшие спортсмены страны в стрельбе из классического и блочного луков. Как прошел первый соревновательный день и с какими испытаниями столкнулись участники, расскажут наши коллеги. Квалификационные раунды – это первый и один из самых ответственных этапов чемпионата. Именно здесь спортсмены закладывают основу для дальнейшей борьбы за медали, набирая очки на нескольких дистанциях. От итоговой суммы результатов зависит положение лучников в турнирной сетке и их шансы продолжить выступление. По результатам 4 дистанций по сумме определяются места, и в финал попадают с 1/24, получается. Кто попал в 1/24, они продолжают соревноваться дальше. Уже по спаррингам будем определять, кто дальше будет проходить. Чемпионат собрал сильнейших лучников со всей страны. Несмотря на сильную жару, спортсмены демонстрируют высокий уровень подготовки и сохраняют боевой настрой. Многие участники отмечают, что главное в таких условиях – сохранить концентрацию и уверенность при каждом выстреле. В целом я довольна результатом. Как и дома было, так и сейчас. Прогресс как бы есть, что такой же результат остался, как и дома. Позитивное ожидание, настроено на хороший исход всегда. 100% готовность. Сейчас жарко, очень теплый плотный ветер и сложно выносить. Так что в целом, если учесть эти факторы, то стабильно, скажем так, стабильно пострелял. Уже завтра спортсменам предстоит выйти на короткие дистанции. Полуфинальные поединки запланированы на четверг, а имена чемпионов и призеров станут известны в пятницу. Власий Сергеев, Лилия Бурцева, Иван Сорокомов, Якутск. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.